236,5 миллионов рублей пришлось заплатить нарушителям антимонопольного законодательства в прошлом году. Львиная доля штрафов пришлась на нарушения в сфере присоединения к электрическим сетям. Всего за прошлый год антимонопольщики рассмотрели 800 обращений. Традиционно жителей беспокоят цены на топливо и недобросовестная реклама. Растет количество нарушений по злоупотреблению доминирующим положением. О тенденциях Евгений Ракин. Бензин и дизтопливо всегда в цене и всегда под особым надзором антимонопольщиков. В прошлом году Коми-УФАС отметила два резких скачка. 92-й в среднем подорожал на рубль 60 копеек, дизтопливо на 2,5 рубля за литр. Частично этот рост можно объяснить. Отпускные цены на нефтепродукты повысились, в стоимости прибавили и акцизы. Однако вопросы остаются. Например, почему бензин в республике дороже, чем в среднем по России? Рост розничных цен на моторное топливо «Лукойл Северо-Запад нефтепродукт» в Коми за 2013 год хоть немного на 1%, но превысил годовую потребительскую инфляцию в республике Коми, которая по данным статистики составила порядка 6%. 6,6%. Это нас, конечно, беспокоит. По нашему мнению, рост цен на бензин он должен укладываться в общие инфляционные процессы. Был ли рост цен обоснован, покажет проверка. Ее результаты станут известны в начале апреля. Кстати, однажды, в августе 2012-го, антимонопольщики Коми уже наказали «Лукойл» за сомнительную ценовую политику. Арбитражный суд тогда встал на сторону надзорного ведомства. Эта победа создала в юридической практике страны настоящий прецедент. Ранее такого не было ни в одном регионе. Сейчас судебные баталии идут уже с РЖД. По факту необоснованного взимания платы с получателей грузов за въезд на перрон. Причем железнодорожники заплатили штрафы, но продолжают игнорировать предписания надзорных органов. Точку в этом споре должен поставить арбитражный суд. Если судебное решение будет в нашу пользу, все будет в порядке, то, соответственно, уже исполнение данного судебного решения оно будет контролироваться судебными приставами. Соответственно, там на место уже будут выезжать судебные приставы, это все контролировать. И неисполнение, опять-таки, судебного решения, это уже также, так скажем, злостное нарушение, по-моему, вплоть до уголовной ответственности. Историческим событием назвали антимонопольщики Коми вступление в силу с 1 января нового закона о госзакупках. Документ ужесточает контроль за размещением, планированием и исполнением государственных и муниципальных заказов. Эта функция возложена на Росфиннадзор. Отныне чиновникам нужно будет обосновать необходимость и целесообразность расходования бюджетных денег. Если это покупка автомобиля, то для чего он нужен и почему именно той марки, что указано в заказе. Кроме того, вводится понятие нормирования во избежание растрат. Все мы знаем вот эти шумевшие истории, да, закупка там супердорогих автомобилей, каких-то дорогих часов, золотые унитазы, кровати и так далее, так далее. Да. Теперь на уровне правительства Российской Федерации будет принят нормативный акт, который будет устанавливать определенные нормы. Какой он будет на сегодняшний день, мы еще не знаем. То ли это будет по ценовым показателям ограничения какие-то, то есть вот, например, уровень там главы там, автомобиль до 2 миллионов, уровень местного автомобиль до миллиона. За неоправданное расходование бюджетных средств планируется ввести административную ответственность. Штраф в 50 тысяч рублей станет весомым аргументом для любителей красиво пожить за счет налогоплательщиков. Кроме того, госзаказы отныне будут проходить общественный контроль. Евгений Ракин, Олег Юшков, телеканал Юрган.